Ясненько. Вот ну, как вам вообще Сахалин-то? Какое ощущение? Это не Я первый раз. Первый раз? Конечно, очень схожа с нашей республикой. Растительность и так далее. Севера. Угу. И проблемы те же, видимо, экологии и варварское отношение этих олигархов. Угу. То есть какое-то, непостоянство, что ли, этих людей. Потребительство чистое. То, что вы говорите, производство, промышленность вытеснено. Угу. И то, что вот сельское хозяйство, это же вообще первое должно быть питание, там, эти всякие быта, предметы, да, а питания нету. О питании. Значит, у нас на рынке открылся недавно магазин «Якутские продукты». Вот такие продукты. Разные сорта мяса, хорошо сделанные. Берут их, потому что чистое, красивое, недорогое относительно качества мяса. Это не московские поставки, не аргентинские какие-то. Здесь все отечественное. Я вот сам несколько раз брал с большущим удовольствием на рынке. Заедьте, посмотрите, рынок техник. Это здесь на улице Ленина, один из центральных. Там у них две точки. Хорошие, повторяю, якутские продукты. Я не знаю, по-моему, частный предприниматель там возит от вас. Я вас хочу приветствовать, конечно, поблагодарить за то, что вы про День Победы помните. И хотел ряд точек соприкосновения, вот наш флаг Сахалинского отделения, который мы там, давайте, может быть, его как-то снимем, его потом вместе снимемся. Самые острые проблемы по Дню Победы, коли у вас экспедиция посвящена этому, они проистекают из нескольких вещей. Первое. Это беспамятность нынешней власти по отношению к Дню Дальневосточной Победы. Что мне позволяет об этом говорить? В мае прошлого года президент Российской Федерации издал указ о праздновании 70-летия Победы над Германией. И 75-летие Победы, мы считаем, должно быть не только над Германией, но и над всеми ее союзниками. Потому что война на Дальнем Востоке продолжалась после 9 мая. Во исполнение указа Путина от 18 мая 2018 года правительство 3 декабря 2018 года издает распоряжение с планом мероприятий, которые к 75-летию должны быть проведены. Там 116 пунктов. Ни одного пункта, касающегося Дальневосточной Победы, нет вообще. Ни одного. Мы написали несколько писем по этому вопросу. Ответом одно молчание. И мы считаем, что это, во-первых, возмутительно, это непростительно, потому что мы сейчас с вами находимся на той территории, которая до 1945 года не была нашей. Мы этим гордимся или мы этого стыдимся? Мы считаем, что мы гордимся, мы правильно здесь находимся, и это позволяет нам каждый раз обращаться с этими идеями. Поэтому просьба к вам в ваших выступлениях, в ваших публикациях отметить необходимость обязательного празднования 70-летия Победы как единой победы на Западе и на Востоке в этот год. Но праздноваться она должна именно в сентябре 2020 года. Вопрос о дате теперь. Вот я хочу вам подарить газету «Правда» за 3 сентября 1945 года. Здесь указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября Днем Победы над Японией. Он 2 года был даже не рабочим днем до 1947 года, как и 9 мая. А в 1947 и 9 мая, и 3 сентября снова стали рабочими днями. И лишь в 1965 году участники войны на Западе, потому что Брежнев воевал на Западном фронте, а не здесь, они сделали 9 мая нерабочим днем.
Мы не настаиваем на том, чтобы 3 сентября было снова тот нерабочий, но то, что это праздничный, то, что этот указ не отменен, но не исполняется, вот этого нам надо, во всяком случае, это поправить и добиться того, чтобы указ действующий, у нас есть справка Совета Федерации на этот счет, чтобы он исполнялся. Вот давайте объединим усилия на этой почве. У нас с вами еще время определенное есть, с учетом того, что президент вроде пообещал в сентябре следующего года посетить Сахалин. Ну, пусть привезет такой хороший подарок всем дальневосточникам. Воевал-то не Сахалин, воевала вся страна. Нас это поражает и удивляет. Поэтому, вот, дорогие друзья, это самая большая наша беда, связанная с Днем Победы по теме вашей экспедиции. Вот у меня, как бы, если хотите... Конкретно какие мероприятия предлагаете? Конкретно какие мероприятия? Это поддержка наших инициатив. Во-первых, освещение этого вопроса, что указ действует, раз. Во-вторых, что он вообще существует. В-третьих, ну, давайте об этом вспомним. Почему какого-нибудь кинорежиссера, скончавшегося или не скончавшегося, президент поздравляет, а с этим праздником ни председатель правительства, ни президент страны нас не поздравляет? Это как же так? Это национальный праздник. Не надо нам с водой, отрицая там советский период, полностью его отрицать. Тогда нам что, и 9 мая тоже отрицать. Поэтому конкретные моменты – это просвещение, обращение к правительству о необходимости отметить эту дату как дату федеральную, как дату всей страны, как возвращение ее в общероссийский календарь. Не обязательно сразу ее кодифицировать в этот закон 1995 года о памятных датах. Мы с 1997 года примерно 20 раз принимали на областном уровне законодательные инициативы с предложением его в этот закон вернуть. Блокируется все Государственной Думой, но на самом деле не Государственной Думой, а администрацией президента и правительством, которые дают отрицательное заключение. Нет финансового обоснования, сколько денег на салюты и тому подобное. Значит, требуется обсуждение общественности, так пишет, допустим, Жуков. Ельцин, когда к нему на подпись уже поступил принятый Государственной Думой в 1998 году закон, 15 октября 1998 года по нашей инициативе, такой закон был принят о том, что 3 сентября – День Победы над милитаристской Японией. Он 30 октября наложил вето, написал, что надо не 3 сентября, а 2, и не День Победы, а день окончания Второй мировой войны. Ну и что? В 2010 году приняли этот никому не нужный и непонятный совершенно день окончания Второй мировой войны. Мы говорим, а кто с кем воевал, а кто кого победил, и где сама победа, почему ее нет? Мы же не фиксируем просто. И статус у праздничного дня и Дня Победы, он разный. Потому что дни воинской славы, они обязательны для воинских ритуалов, это именно государственные праздники. А праздничные дни, кто хочет, тот празднует. Вот результат с 2010 года. Вы видели какие-нибудь поздравления от властей для всей страны? Мы нет. Поэтому вот проблема, да, еще что Ельцин написал, что, дескать, намечающиеся отношения с Японией, в общем, не надо, дескать, их беспокоить. То есть нас можно не уважать, а японцев мы будем потакать им и всячески ублажать, не допуская, мы разве с японским народом только воевали? Мы воевали с государством, которое разгромили, и это действительно воинская победа. Ну, про маньчжурскую стратегическую операцию и наши тут южно-сахалинскую наступательную, Курильскую десантную не буду рассказывать. Вот специалист Николай Васильевич выпустил специальную энциклопедию по этому вопросу. Если вы не видели, посмотрите, среди его уже 3-е издание или какое?
3 издания есть этого справочника, фактически дальневосточная энциклопедия военная, можно сказать. Вот, я думаю, она будет обновляться, потому что данные непрерывно прибывают. Вот наша проблематика. Если вы напишете какое-нибудь обращение на того же Путина, на Государственную Думу, ребята, ну очнитесь вы к 20-летию Победы. Я считаю, что это будет, пришлете нам, и мы координированно как-то будем по этому вопросу вместе выступать. Я-то думаю, что якуты тоже участвовали в стратегической маньчжурской операции. Ну вот, например, вот я вот сейчас слышал, вот, ну, например, с моего поселения, да, вот, ну, это в Якутии, вот, они вот в основном 1/3 это ветераны империалистической войны под Японией. О. 1/3. 1/3. Вот он путь, да, по которому можно работать на следующем году, конечно. Ну, конечно, они призывались на Вот Дальний оно, Восток. Они совмещение, дальневосточники, конечно. да, они дальневосточники, поэтому это очень... Если бы были же, да? Да, да. Хоть и сколько? Незабываемое впечатление. 2 раза я был. 93 Да, 2015. да. Вот, Еще с Тимофеем Ивановичем встречались, да? да. Это я вовремя приехал. Всегда вот боль такая историков, да, что вот на полгода раньше надо было обратиться или приехать, да, потому что люди уходят, к сожалению, замечательные люди. Вот, и вот вроде бы вовремя я первый раз приехал и поговорил, и фотографии очень ценные сделал. Вот. Ну и второй это была просто удивительная встреча с жителями. Вот. И на празднике побывал в Якутске, это, конечно, очень незабываемое, что первая, что вторая поездка. И я всегда, когда находился в Якутии, вот, в Наслеге, вот, всегда какие-то параллели проводил с Сахалином. Вот. И одним из вопросов был, например, почему Дмитрий Прокопьевич поселился на берегах реки Паранай. Вот мне вот хотелось в связи с этим вот вопросы вам задать тоже. Как у вас чувство какое-то возникло, да? Вы приехали вот с Якутии, побывали вот в районе этой реки. Вот чем она могла понравиться Винокурову? Мне кажется, природой. Я могу сразу сказать, это, во-первых, природа. Основная природа, она дала рабочие силы, которые втянулись вдоль реки. Поэтому тут у нас любое производство, любое поселение это состоит из кадра и природы. Все, ресурсы и человеческие ресурсы. Больше ничего. Но ягоды там вкуснее на севере. Вот. Здесь может быть так, но во всяком случае, смотрите, мы ехали вчера, да? Снег валит, потом заезжаем в лето. Вообще вот, кусками. Вот, 50 километров проехали по снегу, потом как будто это другая страна, 100 километров. Потом мимо сопки проезжаем, уже другая. Поэтому где-то все-таки коренные жители сами, видимо, нашли это место, которое можно благоприятствовать работу. Наверняка и рыба была, тяготение было, и, ну и во-вторых, все-таки как этих местных национальностей, оленные люди, вот, за тысячи лет они все-таки не нашли. Поэтому я думаю, что не он создал, а сами люди, коренные люди создали условия для того, чтобы Винокуров пришел туда. Природа создала, наверное, даже точнее будет. А вы ездили, вы же проезжали мимо Паркаты, не удалось туда заехать, да? Парката – это было первое место, где поселился Винокуров. Это Ногликский район, вот недалеко от Ноглик. Вал, да, там? Это в районе Вала, да? Парката, нет, южнее. Нет, мы туда не заезжали.
Мы вот, когда экспедиция была научная, 3 года назад, вот туда заезжали, отснимали, вот, ну, река Тым, да, там приток у нее Парката, вот, очень красивые места, и опять же вот этот вопрос возникал, почему это считалось стойбище Винокурова, вот именно его именное, там была школа, вот, поселок был, учитель был, церковь была небольшая, священник тоже был, он же православный, вот, и вся семья православная его была. Так вот, опять же, находясь там, вот я себе этот вопрос задавал, почему вот Парката, почему Тым, да, вот, и сравнивая, опять же, с теми местами, где я был, да, ну, Лена есть Лена. Вот это тоже незабываемое, конечно, впечатление было, поход по Лене. А вы не были, да, Сергей Алексеевич? Рекомендую. Вот, это такая красотища, такое раздолье. Вот. И то же самое там, и березы. Вот что мы видели, да, сразу, это березы. Я когда в Наслек приехал, тоже березы, надо же, рубленые, во-первых, я сразу увидел из льда, значит, вода, ну, вот. Вот, традиционно, да, заготовки, да, заготовки, вот, и вот березы, вот то, что Я с Урала, Якутии с увидел. Каму, с Чусовой, поэтому имею некоторое представление о речках. Так что вот такие впечатления, конечно. В отличие от коневодства, коневодство люди пригоняют лошадей, а оленеводство люди бегают за оленями. Куда олени, туда и люди. Поэтому олени выбирают место. Ну, в принципе, да. То, что не вошло в книгу и так далее, какой вообще-то брак такими ретроспективе взгляд на Винокурова у вас какой? Там много написано, конечно, можно упустить. Ну, вы знаете, вот на понимание, кто такой Винокуров и его роль и значение, все-таки меня, я полагаю, направил на истинный путь и правильный путь Багдырн Судьба. Я у него был неоднократно дома, вот они меня принимали, замечательный человек. Сейчас я вот тоже вот в этом году я продолжаю собирать информацию о деятельности Винокурова, о его жизни, вот, и все чаще все-таки обращаюсь к этому замечательному ученому человеку. Вот, опять же сожалею, вот, что вот время ушло, и мы с ним немножко не доработали. Вот, было о чем поговорить, было что изучить вместе. В том числе какие-то мысли, связанные с его непосредственной деятельностью, там, например, топонимикой, да, вот, якутской, тоже очень важно. И, конечно, мне очень хотелось и хочется сейчас посмотреть с этой точки зрения все-таки историю Сахалина и топонимику Сахалина. Вот, потому что много очень названий географических на севере, особенно Сахалина, неизвестного происхождения. Вот, и почему нет? Вот. Ну, один из первых вопросов, который я задал Багдырн Судьба, это происхождение слова Сахалин. Вот. Потому что сам Бог велел такой вопрос задавать. Вот. Имеет ли он связь с Саха, да, и Якутия? Вот. Да, ответил, что нет, не имеет этой связи. Вот. Но я бы не удивился, если бы имели, потому что связи якутов с Сахалином и с дальневосточным вот, побережьем Охотского моря были очень плотные, конечно. Вот. Что касается вот, дальнейшей работы, продолжаю действительно работать над этой темой, и в связи с этим хотел бы вот, подарить вам вот такое издание. Здесь просто глава, посвященная Винокурову. Вот. Это вот вам, а это в Наслек. О, спасибо. Скоро вы приехали. Это книга специфическая, она о спецслужбах наших сахалинских. Вот. Но, тем не менее, ну, одной из первых удачных операций, как считалось,
наших пограничников, сахалинских имеется в виду, была как раз операция по задержанию Дмитрия Винокурова, его отряда, его кочевья, вот, когда он пытался с селениями перейти на юг Сахалина. Вот с этого все началось. Здесь эта история вся такая драматичная и необычная, с его жизнью, которая привела к его фактически трагической гибели. Вот, хотя он умер дома, но тем не менее вот эти все события к этому привели. Вот здесь вот посвящена ему эта глава, так что надеюсь, это будет интересно и для читателей. Вот. Ну и, конечно, хотелось бы все-таки довести до конца тот проект, который мы оговаривали и в Якутске, и с жителями. Вот. Все-таки Атасу, я полагаю, нужно издавать на якутском языке. Вот. Поэтому Атасу. Да. И вот насчет вот этого, да? На якутском языке. У нас вот директор музея Нина Федоровна, там культуровед Диана Егоровна Тарушкина. Но они вас знают, помнят прекрасно, передавали большой привет. Они сказали, так, вы едете туда, встречаетесь с ним, нужны его координаты, там у них какие-то планы есть очень много. Вот. Ну вот хотелось бы действительно, потому что вот фигура Винокурова, несмотря на всю ее противоречивость, ну эпоха такая была. Вот, и то, как он вел, например, себя и с советскими пограничниками, да, вот, в любом случае у него, как я вот это вот изучил, все равно стержень был. Вот, стержень – это все-таки забота о будущности Якутии. Вот. И вот на это и были направлены его основные помыслы и его основная деятельность. Вот. Как это получалось, это другой вопрос. Тем более, вот представляете, с позиции вот этой маленькой деревеньки Атасу, да, вот вести эту работу, которая вот в Атасу описана, и здесь затронута тоже. Это было удивительно, что человек вышел на такой высокий политический уровень в Японии, чтобы вот добиваться своей цели, да, в отношении Якутии именно. Ну, а психология первопроходца или вот что за психология, по-вашему? Ну, и это тоже, потому что я вот старался изучить вот по книгам тоже, да, вот разговаривая с якутами, вот внутренний мир, да, якутов. Есть у вас такое, вот на мой взгляд, да, первопроходцы, хозяина, да, хозяина. Или не так? Как? Пассионарность. Да. Вот. Поэтому и этим и вызвано было стремление на восток, тоже и изучение, и что-то новое, поиски нового. Вот как еще и было иначе оказаться на Сахалине, да? А он какой сын в семье? Ну, он два брата. Он старший или он младший? Не, он младший. Вот это вписывается в практику наследования якутскую. Наследует земли старший сын, а младший идет на отход. Отсюда система, что западноевропейского майората, где наследует старший сын, а остальные идут воевать, добывать себе где-то в России или еще где-то. Так и здесь. Так и здесь. Если младший, это дополнительный мотив для движения. Ну, на самом деле 3 миллиона квадратных километров с маленьким населением, наверное, будет. Место есть. Если бы там общинное сидели бы. Ну, в нем, видимо, сила-то была больше. Как вы говорили, делили бы там 1 гектар на 5 там, жили бы, а тут. Да, просторы такие. Нет, ну, шли. Вот тебе землю дали, а мне нет, я младший. Я как то, что только что говорили перед нашим приходом, насчет кота в сапогах, которые в сказке. Да. Ему досталась мельница, а другому только кошка. Вот с кошкой и шли.
Ну, это тоже интересная история, почему Дмитрий Прокопьевич оказался на Сахалине. Вот я пытался ее тоже найти, изучить этот. Ну, там же тоже такая интересная. То есть предпринимательская жилка у него еще была, дай Боже. Вот, а там, начиная от нефти и кончая, да, оленями. Проходит Да. неординарный государь. Да. А как вы начали заниматься жизнью Винокурова? Как нашли его и почему? У меня дважды в жизни такое происходило, когда я изучал темы, которые подсказывали мне люди. Вот, и причем, вот где люди подсказали, вот там сразу возникала тема, там Александровский, например, да, Александровский — это у нас исторический центр Сахалина. Вот, вот там жило очень много ветеранов войны, например, да, и вот книга, которая посвящена войне, «Смерть в 4 шагах», она у меня называется, вот, как раз она сделана на основе воспоминаний вот ветеранов войны, которые проживали в Александровске. Я сам с Александровска тоже. Вот. Что касается Винокурова, то к этой теме меня подтолкнули общение с жителями Поронайска. Вот, когда я жил в Поронайске. Там жил, да? Да. То есть территориальная любовь оказалась. Да. И жил, там, потом писал. Да, там я познакомился с сыном бывшего переводчика Дмитрия Прокопьевича Винокурова, Умемия Ивао. Японец. Вот. Ну, там смешанная семья у них была, но он считался японцем, и в Японии его тоже считали японцем. Вот. И вот он мне рассказал кратенькую историю, причем эта история не вписывалась в привычное, да, то, что вот мы читали раньше о жизни Винокурова и о его действиях. Он, вот как у меня было неоднократно, начал с того, что немного не так было, да? Вот. И вот рассказал то, что ему было известно из первых уст, это из уст отца фактически, который постоянно находился с Винокуровым и ездил с ним в Токио. Вот. И вот он кратко рассказал, и вот после этого начались поиски, в которых помогли японцы. Как звали сына переводчика? Умемия Ивао. Есть там, да? Да, в книге есть. Да. Вот, оказывается, в Японии даже многие его помнят. Вот деды, с которыми я общался, самого Винокурова тоже помнят. Вот. И очень много документов. И вот японцы тоже помогли. У Поронайска есть побратимские отношения с городом Китами. Да. На Хоккайдо. Вот. И вот Китамская библиотека к этому подключилась. Нашли специально для меня очень много публикаций и в газетах того времени, и в журналах, и в книгах. О Винокурове очень много писали в те годы, в 30-е особенно. Вот. И они предоставили нам эти материалы. И вот на основе этих материалов и была сделана первая книга, а затем она дополнялась. Еще одно издание. Вот. Ну и сейчас материалы продолжают поступать. Я сейчас решил вновь обратиться к истории Поронайского района. Вот. И, Николай Васильевич, для справки, только что закончил трехтомника истории Макаровского, соседнего района. Да. Будет трехтомник, в котором о Поронайском районе. Да, Поронайский район. И там обязательно объем работы. Огромный объем. И вот уже казалось, все известно. Вот. В том числе по Винокурову все, что можно было, нашли. Нет. Вот. Все-таки есть документы, и удается их найти, новые, вот, которые с разных граней показывают деятельность Винокурова, показывают его как человека. Есть, конечно, планы поработать и по архивам эмиграции дальневосточной. Потому что там тоже есть, вот туда моя рука еще не добиралась, вот, а там, я уверен, очень много интересного. Вот. Так что планирую продолжить работу эту, конечно. И это может, конечно, все войти, если вот действительно получится книга издать в Якутии, вот это все новая информация может войти в новую книгу, конечно. Новое издание, вернее.
Ну, у вас есть, как говорится, ну, я так понимаю, что заявка на издание новой книги о Винокурове. Нет, заявки нет. Есть заявка на издание у нас на Сахалине книги о Поронайском районе, где обязательно будет речь о Винокурове. Нет, вы говорите, что... А в Якутии, мы просто вот когда я был в 2013 году, вот мы с жителями, вот жители, конечно, они не видели эту книгу. Мало кто видел, да? Да, я знаю. Но ту же самую книгу, но вы говорите, что... Ее дополнить можно, да. Дополнить. Конечно. Ее дополнить Ну, новыми надо материалами. поработать лучше. Это сколько стоит? Ну, обычно вот, ну, у нас на Сахалине дороже все это получается. Это будет стоить около 1 000 000 рублей. Ну, я вот... На Сахалине именно. Я думаю, в Якутске это гораздо дешевле можно Я напечатать. немножко занимаюсь этими издательскими делами, поэтому вам надо сделать какой-то это самый анонс. Расчет надо. Говори, что вы хотите. Есть книга такая «Тасу», то, что вот черная большая книга, и дополнениями. Ну, я думаю, как-то надо подумать, что лучше. Ага, вот министр культуры говорит, ага. Как бы книгу Атасу переводить не на якутский и дополнить. Может быть, на русском, но все равно как бы с дополнениями для издания в Якутии. И не Атасу, а Винокуров. Одна книга Винокуров есть. книга. Не, у всех библиотеках есть. Двоими. Нет, ну надо вот издать, я думаю, все-таки мало. И в наших краях, тем более... Ну, популяризация должна быть, то есть должен быть массовый тираж для Якутии. Вот что нужно. Как вы думаете, вот его же держали там, переманили или там, Кстати, вы говорите, операцию, просили. потом обратно выпустили. Кстати, просили Ну, да. Николая Васильевича. Значит, он был, уже стал этим. Наверняка наши, наверное, просто так тебя отпустили. Нет, а здесь описывается, я извиняюсь, здесь описывается... Как вербовали ситуация, все. Как, да, то, что он схитрил, разумеется, пообещав советским пограничникам помощь, вот, но тем не менее у него была простая человеческая цель выйти оттуда живым. Вот. Я себе даже трудно представить, если бы он категорически сказал бы нет, ну и кому от этого было бы лучше, наверное, да, вот, и остался бы там. Вот. А тут вполне логично, вполне человеческие действия, понятные. Вот. Сказал, но пытался потом уйти от этой проблемы. Ну, не удалось уйти полностью. Вот. Все это вскрылось. Как вскрылось, это тоже вопрос, конечно. Вот. Но, тем не менее, как бы, все понятно. Это та эпоха, конечно. Вот. А то, что он не стоял в стороне, вот опять возвращаясь к этому вопросу, все-таки цель это Якутия, независимость, вот, достойное развитие, достойное будущее Якутии. Вот об этом он думал действительно. А документов вот, разговора или соглашения с Шишляниковым нету, да? Нет. Я полагаю, что там могла и просто быть договоренность, как по рукам ударили и все. Вот. Пытался я найти эти документы. Вот. Не все же документировано. Да, не все документировано. Тем более в то время, когда деятельность спецслужб на Сахалине, советских имеется в виду, только-только начиналась. Вот. Хотя и опыт был огромный у организаторов, тот же Шишляников, да, но и большевики-то как работали в подполье, да? И ксероксов у них не было. Без документов тоже. Договорились по рукам, а Винокуров тоже был человек слова. Вот. Другое дело, что тут обстоятельства были такие, что надо было, конечно, как-то уходить с этой ситуации. Вот. И все это понимали. Ну и тогда, наверное, людей слова больше было. Я думаю, что, наверное. Наверное, духовность, да, выше. Да. А где Жажда вот похоронен? денег, материального. Да. Нет, Искушений-то меньше было такого рода. Конечно. он умер на Атасу, вот, где вы вчера были. Его похоронили вот остров Атасу, да, вот он примерно вот так вот выглядит. Вот здесь вот Поронайск.
Вот здесь пристань. Если вы подходили к пристани, вам не показывали, да? Вот здесь пристань. Нет, вот сам Атасу. Вот здесь вот через речку вы переезжали. Вот. Там пристань есть, да? Да, вот здесь вот город Поронайс сам расположен, да? Вот здесь вот остров, который Сачи называется. Сачи. Вот это Атасу или Северный. Вот. На Атасу было две деревни. Первая деревня Нивская. Вот она вот так вот располагалась вдоль берега. И вторая деревня Ульта, то есть Ороков. Вот. Здесь между ними, учитывая, что много детей было, была построена первая школа для детей Ульта и Нивхов. Да. Ну, в японское время школа здесь стояла. Вот. В конце Нивской деревни стоял дом Винокурова. Вот именно вот здесь. Где? Вот здесь вот, в конце Нивской деревни, то есть вот на оконечности острова. Вот. И когда он умер, вот его вот здесь вот примерно и похоронили. Вот в районе школы. Ну, школы уже не было, разумеется. Нет, в 42-м-то была. Вот где-то в этом районе и похоронили. Вот. Потом... Эксгумация возможна? Нет, потом, когда предприятие лесной промышленности здесь вот строилось на территории, оно примерно вот здесь вот и было построено. Здесь все тракторами. Разворотили. Да, разворотили. А сейчас дорога вот так идет же, да? Да, вот по этой как раз вот так вот въезжали и вот сюда вот, и не знаю, где вы машину ставили, да. Вот через мост. Деревня располагалась сзади нас. Вчера показали его вдоль берега же. Мы здесь были. Вы сюда к берегу не подъезжали, да? Сказали, что деревня была здесь. Ага, деревня вот здесь была, сказал. Ну, немножко не доехали. Да, не доехали. То есть тут прям здесь площадочка такая. Ну, значит, надо еще ехать. Еще Повод появился. Да. Отремонтируйтесь. В этом году летом я специально поехал тоже сюда, потому что душа-то зовет на Атасу. Походили мы с женой по этим местам. Я пытался найти место, где стоял дом. Вот. Мы взяли с собой даже металлоискатель. Вот, походили по этим местам. К сожалению, вот именно здесь все было смещено тракторами сюда к берегу, да, вот когда площадку делали для предприятия. Здесь вот насыпаны холмы. Ну и понятно, что вот здесь вот эта дорога шла, она сейчас фактически тоже вся изрыта. Но есть такая площадочка, немного дальше мы посмотрели, где как бы похоже дом стоял. Правда, растительность все изменилась, рельеф изменился. Искали мы березы, опять же таки. Ну, одну березу всю я нашел, так что именно в этом районе. Вот, так что, полагаю, именно здесь дом. Металликом поработали, нашли остатки домов старых японского периода. То есть это говорит о том же, что вот дом именно вот в этом районе стоял. Ну, есть рисунки этого дома, фотографии, в книге тоже они приведены. Вот. Ну, конечно, хотелось бы что-то, вот мы даже, я говорю, с металликом приходили, что-то найти вот конкретно такое, вот сразу было, от дома Винокурова. Вот. Русский дом же стоял, рубленый. Вот. К сожалению, ничего не найдено, но, тем не менее, А что как бы... с приемом сына после? Самого Винокурова, да, Андреем? Вот, неизвестно. Тоже тема для дальнейшего исследования. Тоже я считаю незаконченным этот рассказ об Андрее, потому что последнее, что о нем было известно, что его арестовали японцы, и он содержится в одной из тюрем на Хоккайдо. Ну вот. Возможность такая есть поискать. Я думаю, японцы, как бы, они... несмотря тоже на то, что это довольно скользкая тема, да, вот, но в целом они как бы... Учеты у них поставлены. Учеты у них были поставлены, и они с пониманием к этому относятся. И вот вы знаете, сама книга Атасу, она мне тоже служит своеобразным пропуском в Японии. Вот, потому что они, увидев, что изложение идет корректно, и как бы без всяких привираний, и там
каких-то надуманных сюжетов. Вот. Они, и отношение такое у них ко мне и к моей работе. Поэтому я надеюсь, что таки удастся действительно и о судьбе Андрея что-то узнать конкретное. А приемный сын у Варвары тоже приемный сын? У Варвары тоже был приемный сын. Да. Вот я как раз Эдуардовичу рассказывал, что вы там проезжали тоже перекресток на улице Победы и Сахалинской. Вот там пятиэтажка, в которой на улице Победы, Мы были. Там да, еще хотели вот это. где вот окончилась ее жизнь. Памятник, если можно, в принципе, тоже придумать, если это общественность как бы дойдет до этого. Кому, Варваре? Самому Винокурову? Ну, это сложный вопрос очень, потому что все-таки противоречивая, конечно, фигура была у Винокурова, да. Ну, и я полагаю, что вот уже хорошо мы сделали, и, кстати, благодаря якутам, да, потому что Атасу там и частичка есть якутской души, которые мне рассказывали люди о нем, да, и родственники там есть, да. Вот. То есть вот уже изданием книги мы вот увековечили как бы эту историю и этого человека, Да. я полагаю. Потому что Лишнего тоже как бы. пример такой, как Волочаевские битвы, когда брат брата убивал, значит, белогвардейцев с красногвардейцами, чтобы объединить народ и так далее, тоже там было и за красных, и за белых, но часовня была поставлена. Но это как бы и тех, и других. А здесь Да. персональная фигура, Да. это сложнее. Да, Это сложнее. Вот вспомните споры позапрошлый год из-за Маннергейма. Генерал русской армии. Ну да. Да. С другой стороны, президент Финляндии, душитель Ленинграда. Ну и что самое? Кому ставить? Генерал русской армии или это проблема? Очень сложно. Очень сложно, Тем да. более у нас договора нету дружбы с Японией. И потом его оценка одна в науке, одна в Якутии, и совсем другая может быть в том же Поронайске. Нам что это? Вот те стороны, да, вот когда Схему даю. на японскую сторону, по-моему, очень много перешло, да? Ну, там я встречался, вот Юрий Васильевич, да? В смысле? Ну, или так, работник этого. 20-е годы? Музей. Он мне рассказал, Музей что там работает, Юрий Васильевич. у него очень много родственников в Японии. Ну, двоюродные. Когда перешло в Японию? В 40-х годах. Не, вот эти жители, вот, коренные жители, вот, вошедшие, боясь от репрессий, да. На Южный Сахалин. Ну, Японию вот остров. в Японию это имелось в виду на юг Сахалина. Вот, в то время, потому что граница была, и государственная граница сухопутная была именно на Сахалине. Вот. В Японию попали единицы из народов Севера, это в ходе репатриации в 1945 году в саму Японию. А вот до 1945 года переходили границу, да, ее фактически не было, сел на оленя, да переехал. Вот. Ну, численность населения вот, коренного все равно небольшая. Она маленькая, в отношении Поэтому массовости- малого народа говорить много-мало, это как? Хотя вот в советской прессе, вот здесь есть там фотография даже этой публикации о том, что массовый переход как бы вот, тунгусов, да, потому что якутов тоже тунгусами называли, вот, через границу в Японию. Ну, массовый какой? Вот кочевье там... Стойбище снялось. Да, стойбище снялось, уже как бы считалось Уже массовый. массовый. Уже, 5 человек вы Ну, переехали. да. да, уже С детьми. уже неправильно. Всё, да. Уже массово. Вот дело такое. В современное время наши, я сам медик, поэтому возмущаюсь, все время наши выпячивают, что у нас рождаемость высокая по Дальнему Востоку, такая естественный прирост у нас. Я говорю, так численность посмотрите. О чем речь, да. Конечно. Эта цифра ни о чем не говорит. Да. Так же, как я говорю, средняя заработная плата по стране такая. Просто абсолютные от относительных никогда не надо отрывать. Средняя температура больницы. И я говорю, вот средняя зарплата, сколько человек получает, вот это укажите. Про среднюю зарплату вообще отдельно. У вас Штыров по-прежнему сенатор? Нет, он это государственный советник
Республики. Государственный советник республики, да? Он только что издал книжку о Курилах. Свежая. Мне прислали ее почитать. Вот она распространяется уже. Очень прямо так карта, Курилы, значит, и так далее. Вся по курильской проблематике. Вместе с кем-то там, кто-то, еще какой-то соавтор. Но вот его последнее интервью в АИФе в начале года, может быть, видели его, и у него очень большой интерес вот как раз ко всему этой дальневосточной проблематике, и в частности Курилов. Он единственный, пожалуй, из этих людей вот этого уровня, членов Совета Федерации, Государственной Думы, который публично все время высказывается, аргументированно. Я других, в общем-то, пожалуй, не знаю. Посмотрите вот его новую книжку. Вот, она. Как называется? Ну, давай, я пришлю вам там Обложку. обложку пришлю. И вот она буквально вышла. Тогда я так понял, Анатолий Васильевич, я тоже, наверное, буду за ходатайство, чтобы там переиздание книги. Ну да, хотелось бы, потому что... Ну, с дополнением. Вот Да, с дополнением идея обязательно. издать на якутском – это большой плюс, между прочим. Это якутское население будет читать. И А вас сколько читающих на якутском? Ну, если у нас более 400 тысяч, да, скажем, ну, около 300 тысяч, наверное. Читающих. Это нормальная база для книжки о национальной фигуре, конечно. это- Русскому географическому обществу. Не, содействие, надо же. Напиши письмо. Нам Борис Борисович, гляните тоже. Я возьму. Да, вот так. Я написал. ага. Телевидение областное хочет приехать в 12 часов в музей Победы. Ну и там и встречайтесь с ним. Вы сможете? Куда? Да. 12? Нет, у меня мероприятие в 12. Я бы рад всей душой, что называется. Васильевич, 12. Музей Победы. Нет, не смогу. У меня сыну 7 лет. Поэтому со всеми выпекающими. Вместе с сыном приходите. Да, там мероприятие. У него завтра день рождения. спасибо. Ну, вам. Ой, какое это замечательное издание. Да. Это издание роскошное совершенно. Спасибо огромное. Я сразу скажу, что вот Сергей Алексеевич сказал, что я в последние годы занимался историческим исследованием о истории Макаровского района. Если вы проезжали в Макаровский район. Вот. И перед тем, как готовить издание, я любовался вот этим изданием. Ну, искал, честно говоря, ну, мы так делаем иногда, авторы, да, идеи. Потому что здесь столько идей дизайнерских, великолепных. И подход очень интересный. Очень интересно. Вот, Он стал ну, образцом. да, вот я это тоже вот морально использовал, потому что когда я посмотрел, я понял, такое не сделать. У нас С любовью, на поколении, с да. масштабом, Но- с размахом, с деньгами, все сделано. Вас видели. Спасибо. Привет.